Единство и стабильность – основы национальной идеи Менгелек Ель. Об этом шалкарцам говорили участники поезда «Таульсыз-Казахстан». Юбилейный поезд в рамках празднования 25-летия независимости государства объезжает все регионы. И вчера к обеду прибыл Шалкар. Здесь состоялся прием местного населения и консультации по различным вопросам. Поезд «Таульсыз-Казахстан» юбилейный. Его сформировали в рамках празднования 25-летия независимости Казахстана. Станция «Шалкар» – 21-я остановка железнодорожного состава. До этого поезд только в Актюбинской области уже посетил сам Актюбе и город Хромтау. Цель членов сформированного штаба – встреча с населением и консультации специалистов по самым разным вопросам. В него вошли представители 7 министерств и 3 национальных компаний. Проблемные вопросы есть, конечно. Это разного рода вопросы. Что касается нас, это в первую очередь вопросы занятости, вопросы привлечения денег для развития именно своего личного подсобного хозяйства, там, допустим, на приобретение скота для дальнейшего его откорма и реализации. Такие вопросы есть. С нами вот в данном случае присутствуют сотрудники управления сельского хозяйства, да, то есть те вопросы, которые связаны, допустим, с проблемами выделения земельных участков. Да, эти вопросы мы тоже будем в оперативном порядке, скажем так, решать. В районном доме культуры организовали прием специалистов сразу по нескольким направлениям. Местное население консультировали в вопросах предпринимательства, государственной поддержки сельского хозяйства и новшествах в правовой сфере. С 2013 года у нас, как вы уже все знаете, у нас все сделки с регистрацией прав проводятся через нотариусов в течение одного рабочего дня. А уже с 2015 года у нас внедрена обязательная госрегистрация, тоже через все сделки через нотариусов идет. Также в рамках этих процедур проведена работа по сократили срок регистрации с 5 рабочих дней до 3 рабочих дней. В данный момент можно зарегистрировать права в течение 3 рабочих дней. Также у нас является новшеством, мы сейчас при регистрации прав технический паспорт уже не требуется. Также с перечня документов были исключены иные документы. Но самый большой спрос был на специалистов медицинского профиля. К столичным врачам перед районной больницей местное население начало выстраиваться с 7 утра. Шалкарцев принимали 17 врачей. На прием в основном пришли те, кто состоит на учете в медицинских организациях. Хотя без внимания не остался ни один обратившийся. В итоге на прием попали около 300 человек. Заранее уже обговариваем о том, что едут уже специалисты высокоспециализированные. Если, например, гематологу надо, то нужно уже, чтобы он уже был с анализами. Если он идет к травматологу, он должен уже быть с рентгенологическими снимками со своими. Потому что мы, если кого-то будем на обследование направлять, это надо для этого хотя бы дня 3. Кроме того, группа приезжих специалистов посетила кабинет психолого-педагогической коррекции, узнала о состоянии детей. 25 воспитанников получили подарки. Также новые книги были переданы в дар районной библиотеки. Это книги о независимости страны, о трудах главы государства. Дина Туригулова, Мирлан Аманжолов, Казахстан, Актюбе.